Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. У нас сейчас в Таджикистане, когда я был в 2022 году, ну, мало это были, как это место, где хиджама, как они это лечат людей, это при помощи, как это хиджама, да. А вот в 2025 году я была, это на родине, очень много, как это сейчас стало, это вот это центр, это хиджама, да. Где там, это они, есть это места, которые рядышки, там у них кабинет, они это лечат, это, это пациентов, и рядышки еще кабинет, они это обучают это свои, как это, будущие, как это, хаджам, да. Я в таких местах тоже ходила, интересовала, но я им не сказала, что это я та, которая это книгу впервые переводила с арабского на русский, на таджикский, извините. И это, я впервые, которая это, ну, как это, основатель это хиджама, которая я это начала, как это, практиковать, начала, как это, учить. Впервые я впервые человек, который да, на родине, как это, стала сделать хиджама и учить других, и донести до людей. И книга, это моя книга, которая они как это лечат это пациентов. Да, кто не верит, это их проблема. А вот кто верит, это хиджама очень как это человека как это лечит и облегчает. Вот я это, помните, я вам сказала в своем видео когда-то, что у меня это в аптеке это нету никакие медикаментозные это препараты. У меня там стоит это аппарат для хиджама и пиявки, и это продукция из это черного тмина, масло, молотое масло, это черного тмина, это семена черного тмина, хилба и кристалхайн. И тонометр, и термометр. Вот так. Да. Поэтому, как сказать, если кто верит, это помогает это хиджаму и лечит человека. На 100%. И кто не верит, идет какие-то процедуры, ну, что сделать хиджаму, то человек помогает, но не 100%, где-то 60-70% тоже помогает. У меня тоже есть одна эта знакомая, она изначально здесь в России испугалась, это носичка леза, потом это спустя время она говорит, а ты сделаешь мне хиджама, это я уже хочу это попробовать. Потом попробовала, а ей понравилось. Вот она это год, два-три раза это ко мне обращается, я ей сделаю хиджама. Ну, каждые 3 месяца, один раз я ей сделаю. Иногда каждые 2 месяца. Иногда, когда у нее это очень это что-то беспокоит, ну, через месяц, как так это я это ей тоже сделаю хиджама. Да. Потому что хиджама это капилотерапия, еще это второе название тоже. Капилотерапия это хиджама. Это хиджама сама. Это мы это насечки сделаем. Первый это слой кожи, да? И это все это, как это, шлаки, всякие это токсины, которые под кожей, они как это собираются, они как это входят наружу. Мы помогаем их это как и входить наружу. Да. Да, это называется капилотерапия. Та сама капилотерапия, вот это и есть хиджама. Поэтому, если кто не знает, вот это имею в виду, что это очень полезная процедура, сможете как это попробовать. Никогда это не поздно, это когда вот это, ну как что-то, кто-то скажет, о, я давно знал, это не знала, не попробовал, да? Может попробовать, это очень полезно, это еще как это не болючая, не как это не страшная процедура, да. Потому что мы стакан ставим, стакан как это онемит, это кожа, да? Когда насечки делаем, а пациентка не чувствует никакой боли. Поэтому мы называем это процедурой, да, это капилотерапия, без боли, без шрама. Никакие это боли не чувствуете, потому что мы ставим банку, это становится как это как анестезия, онемит это вместо этого стакан. Одно. А второе, что мы мелко-мелко-мелко это делаем, это насечки, что никаких шрам не остается после этой кровопускания, после хиджама, после этой капилотерапии. Да. Еще у нас есть еще это косметический хиджама тоже это при помощи этого хиджама сделаем. Капилотерапия на лицо и на руки тоже. Да. Вот, за внимание.